Доброе утро, дорогие друзья. Мы начинаем программу «Уфимский разворот». Посмотрел такой, уточнил, какая именно «Эхо Москвы» программа. в Уфе. Сегодня в студии Лена Черкова. Денис Ганиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Номер для ваших смс-ок, как обычно, +7 927 304 10 51. Писать можно в Телеграм тоже. Трансляции на Ютубе, на Фейсбуке, как обычно, можно смотреть. Мы по старой привычной схеме читаем сначала прессу, потом слушаем отрывок из вчерашней программы «Персонально ваш», голосуем, и во второй части программы у нас будет гостья. Мне кажется, это очень классная тема. Если кто не знал, на следующей неделе в Уфе с 23 апреля начинается фестиваль, приуроченный к Международному дню собак-поводырей. И вот об этом мы поговорим с Гузель Хасановой, которая руководит, кстати говоря, клубом владельцев собак-поводырей в Республике Башкортостан. Клуб называется «Актернак». Мы ее ждем во второй части нашей программы. И не только ее, но и ее лохматого или короткошерстного питомца. Лабрадор. Значит, да. Ой, красавец, черный. Да. Ой. Вот узнаем, кстати, как зовут пса. Ну что, давай читать. Чтобы еще не только узнали, как зовут, чтобы еще и смотрели, подписывайтесь, там, заходите на наш YouTube-канал «Эхо Москвы в Уфе». Смотрите нас, в общем, не только слушайте, но и полетели, нас и да? собаку. Смотрите, да, и давайте читать. Начнешь? Начну. Давай. В Башкирии впервые применили смягчение экстремистской статьи. Опубликует материал Башинформ. Ура! Да, вот тема, которая мусолится уже достаточно большое количество времени, о привлечении... Значит, за экстремизм по сообщению прокуратуры 30-летний житель Карайдельского района наказан административным штрафом в 10 тысяч рублей за пост в соцсети, в котором он оскорбительно высказался про жителей Кавказа. Вот мы помним, что когда эту статью создавали, да, этот закон, там очень суровые такие были санкции для нарушителей. Но вот сейчас... там реальные сроки давали. Да, ну вот смотри, если в прошлом году мужчину привлекли бы к уголовной ответственности по части 1 статьи 282 возбуждение либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, то сейчас по-новому, в общем, ее немножко декриминализировали, вот она пятница, да, и за первый проступок человека привлекают к административной ответственности. Вот как ты считаешь, хорошо это или... Что к административной привлекают? Ну что, да, я вообще считаю, что это бред какой-то, привлекать за посты. Давай вот с этого начнем. Абсолютно тебя поддерживаю. Это просто какой-то бред привлекать за картинки в соцсетях, но я не знаю, как бы мы не сидим сложа руки, я вот больше никак не могу прокомментировать вот вообще существование 282 статьи. Ну как контроль нужен же, все понятно. Ну, естественно, там палочная система, да, там нормативы вот эти, все дела. Раз уж мы начали с тобой с этой уголовной темы, давай ей продолжим. Бывший вице-премьер Башкирии Евгений Гурьев содержится в двухместной камере СИЗО-1. Люкс? Двухкомнатная квартира фактически. Экс-министр земельных и имущественных отношений, бывший вице-премьер Башкирии Евгений Гурьев, арестованный по обвинению в превышении должностных полномочий, 286 статья Уголовного кодекса, такое сегодня занимательное у нас утро, да, вспоминаем УК, находится в камере Уфимского СИЗО номер 1, и он там находится в одиночестве. У сотрудников ФСИН к нему нормальное отношение. Об этом коммерсант сообщает со ссылкой на адвоката Ренату Гарееву. Жалоб на условия содержания Евгений Гурьев не высказывает. Вчера, кстати говоря, об этом же сообщал член общественной наблюдательной комиссии и член Общественной палаты Республики Олег Галин. Он с делегации Общественной палаты и ОНК посетил этот изолятор и посетил в том числе Евгения Гурьева. Они посмотрели условия содержания бывшего министра и входившей в его команду Эльвира Берг, бывший директор ГУП управления административными зданиями. Она тоже была, кстати, арестована в конце февраля за, по-моему, тоже превышение полномочий и растраты. Вот. При посещении оценивалось состояние камер, материально-бытовое обеспечение, соблюдение прав подследственных, сообщил Олег Галин. Нарушений законодательства члены ОНК не установили. Председатель ОНК сообщил, что Евгений Гурьев находится в двухместной камере, но содержится один, к нему никого не подселяют. Между тем, по информации Галина, Эльвира Берг находится в камере не одна, она находится там с 20-летней подозреваемой в распространении наркотиков. Она содержится в общей камере на 4 человека, но там, правда, они вот вдвоем сидят. Да. Угу. Там вообще много свободных мест. Так что вот так вот. Там еще были классные фотографии, кстати, у Олега Галина в Фейсбуке. Если кто-то там, не знаю, заинтересован в этом, пойдите посмотрите. Он там проверяет простынки на шконке. Вот так вот. На шконке ли?
Или на хороший... Там двухэтажная железная кровать. Я думаю, что Шконка, все-таки короче. шконка. Да. Ладно, идем дальше. Аргументы и факты. Уфа публикует материал... Что ж ты так кричишь, Денис? Радостная новость. Тут картинка такая, вот, посмотри, замечательная. Да, окей, ну давай. Галстук, галстук, да, Воротничок ворот, там на в нем, помаде. значит, помада в фотошопе приделана, красота. Девушка из ревности угнала машину знакомого и устроила серию ДТП в Башкирии. А потому что нечего. Вот это прям Кто виноват? Мужик виноват, конечно. Подожди, да тут не важно, кто виноват, тут просто очень все забавно. Смотрите, значит, пьяная 21-летняя девушка в Стерлитамаке из ревности угнала... Стерлитамак. Я горжусь просто своим городом. Я им горжусь. Подожди, это еще только начало. Рано. Угнала автомобиль знакомого 44-летнего мужчины. А что такого? Нет, ну это нормально. Что ты мне так пальцем Это пока показываешь? только факты, да? И попала в несколько ДТП. Значит, накануне девушка, написан материал, прям вот я обхохотался над каждым словом. А накануне девушка была в гостях в квартире знакомого мужчины. Просто знакомая. Так. Просто зашла 21-летняя девушка к 44-летнему Я мужчине не в гости. понимаю, что за грязные вообще намеки. Да подожди, Почему сейчас нет? все поймешь. Ближе к полуночи оба были пьяны. Ну, нормально Пока бывает. хозяин спал, девушка прочла СМС-переписки в телефоне возлюбленного. Сообщения были адресованы другой девушке. Вот 21-летняя горожанка знала, что у мужчины есть законная супруга. Так, Но СМСки он не ей писал. вот ведь, а. Если Ну? есть любовный треугольник, то здесь получается любовный квадрат как минимум. Ну и она вот взяла ключи, вышла и... Параллелепипед. Бада! Правильно? Все правильно Бэу. сделал. Ну, не знаю. Мы тут с Никитой, значит, рассуждали на эту тему, с Никитой Поляниным, и, а зачем имущество портить? Мы вот пришли к такому выводу. Ну, испорти жизнь человеку, не А знаю. потому что вы ничего не понимаете. Вот так вот пишете всяким незнакомым женщинам, а потом другие незнакомые женщины страдают. В общем, девочкам это Ой. я, в общем, знаешь, женская солидарность. все дела. Понятно. Давай, наверное, о чем-нибудь серьезном все-таки Давай, поговорим. В давай. Башкирии опровергли информацию о неисполнении майских указов Путина. Вообще-то. То есть Это исполняется, на Пишут самом деле. тут всякое. Мгм. Ранее РБК сообщал, что с повышением зарплат бюджетникам справились только 16 регионов. Башкирия в этот состав не вошла. В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии опровергли информацию РБК о неисполнении республикой майских указов Владимира Путина 2012 года. Я напомню эти майские указы в части повышения зарплат работникам бюджетной сферы. Об этом пишет Медиакорсеть. Мгм. Они сообщают, что РБК анализировал данные Росстата на конец 2018 года, данные Росстата, я подчеркиваю, и пришел к выводу, что президентские указы формально выполнены только в Брянской, Владимирской, Тамбовской, Вологодской, Ленинградской, Волгоградской, еще в ряде областей, в Татарстане, конечно же, но не у нас в Башкирии. В пресс-службе Минтруда Республики сообщили, что по данным Росстата в республике по итогам прошлого года достигнуты плановые показатели по повышению зарплаты всем категориям бюджетников. Не надо вот тут вот этих вот, знаешь, своих. Как бы. Мгм. Ага, на секундочку. Согласно официальной статистике, на начало года средняя зарплата учителей, так сейчас учителя, если нас слушают, записывайте, 30 тысяч рублей. Воспитателей детского сада 28 тысяч рублей. Педагогических работников учреждений дополнительного образования 30,5 тысяч рублей. Мгм. У преподавателей вузов 30,6 тысяч рублей. У научных сотрудников 65,2 тысячи рублей. У врачей 60,21 тысячи рублей. Вот так вот. аж Сейчас прям врачи до в сотых. Сибае начинают громко аплодировать, да? Среднего медперсонала 30,2 тысячи Мгм. рублей, младшего персонала 30,6 тысяч рублей. У соцработников зарплата тоже 30,5 тысяч, у работников учреждений культуры 30,4 тысячи рублей. В Минтруде РБК сообщили, что регионы получат еще 100 миллиардов рублей на поддержание уровня зарплат майских бюджетников. Вот так вот. Ну, Ура! вот хочется просто узнать у реальных людей, которые работают в этих сферах, так это или нет. Напишите нам на наш СМС-канал. Я боюсь, нам тут такое сейчас Не, понапишут. ну давайте что мы почитаем. Просто надо же понимать, правда это или нет. Цифры прям нереальные какие-то, Очень на мой круто, взгляд. ну да. Ну, останемся на Медиакорсете. И я вот обожаю книги, фильмы про пиратов. Вот прям материал меня заинтриговал, называется «Черная метка». Так. В Башкирии выросло число уволенных за утрату доверия. Мгм. Мгм. Больше всего среди них оказалось депутатов сельских советов, судебных приставов и полицейских. Федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, включены 1140 человек. Это в России, да, то есть на федеральном уровне. Башкирия внесла в формирование данного совсем непрестижного перечня свою заметную лепту. 40 человек в нем представляют нашу республику.
Какие молодцы. Пальму первенства держат депутаты сельских советов Башкирии 18 человек. Далее судебные приставы 8 человек, сотрудники МВД 6 человек, депутаты городских районных советов 3 человека, сотрудники муниципалитетов 2 человека, Минздрав, УФСИН, управление Приволжнедра, Госкомитета по ЧС по 1 человеку. 28 из них мужчины и 12 женщин. Хорошие люди, замечательные, очень здорово. Просто им не доверяют. Да. Просто, А все почему? Потому что они работают хорошо, все остальные работают плохо, и вот те, кто работает плохо, не любят тех, кто работает хорошо. И поэтому там какие-то подковерные игры в-любому. Ну, ладно, я вот не буду даже комментировать, но это, да, ну это что, печально. Давай, наверное, будем заканчивать Да. обзор прессы. И сейчас я предлагаю послушать отрывок из вчерашней программы «Персонально ваш». У нас в гостях по скайпу из да. Эстонии был прилетный мигрант Константин Чадлин. И вот как раз этот кусочек из вчерашней программы мы будем слушать. Как оцениваешь деятельность РИО главы региона Радия Хабирова последние полгода? Я могу точно сказать, что ему тяжело. Видно, что он привык к другому формату работы, так как, возможно, мы с ним пересекались в каких-то проектах организационно-структурно. И я понимаю вот те даты, когда он ставит жестко срок, а люди на местах недоумевают. Это типичные задачи администрации президента России. То есть задача, нужно ее выполнять. Не разглагольствовать, не проводить вот эти бесконечные круглые столы, совещания, определение рабочих групп, создание дорожной карты. Все, есть проблемы, идите решайте. Я не знаю, как быстро он с этим справится и справится ли он это без полнейшей ротации всех на местах в республике. Но в целом я вижу, что идет обновление. Люди действительно верно, правильно подмечены, с кем я был в молодой гвардии, занимают руководящие места. И я знаю, что эти люди работают, я знаю, что эти люди будут работать именно на результат. В том числе, что касается политических историй. Не только там в плане управления каких-то регионов, а в плане открытости, контактов с населением и формирования нормальной самой структуры отношения власти и населения. А давай скажем, какие люди, какие конкретные примеры, вот кто у нас есть? Руслан Гизатуллин, Николай Николаевич Самойленко. Они же возглавили Самойленко Иглинский район, а Гизатуллин Кушнаренковский. Ну, по соцсетям по их я вижу, что они работают. И когда мое знакомство с Русланом было, когда молодая гвардия создавалась в Уфе, и он сразу давал понять всем, что в эту организацию мы приходим работать, а не для того, чтобы строить свою личную политическую карьеру. Это была изначальная позиция. Самойленко, насколько я знаю, он уже, когда приходил в политику, он уже был состоявшимся бизнесменом. То есть он без инструментов государственного влияния, воздействия, там, каких-то поблажек, связей, смог выстроить свою бизнес-структуру и смог обеспечить, чтобы она нормально работала. Это тоже надо уметь в России сделать. И мне кажется, в плане работы с районами у них тоже должно получиться, тем более, что Иглинский, что Кушнаренковский районы непростые. Кушнаренский, может, поменьше я знаю, но в Иглинском знаю проблем ого сколько, тем более он находится рядом с Уфой, и там есть такие вещи, которые, грубо говоря, как любое управленческое решение, выбор между худшим и плохим. И нужно суметь выправить в этой ситуации свою линию действий и определить, как сделать лучше. Потом, хоть и есть со стороны ряда людей критика в отношении системы инцидент, могу точно сказать, что система работает, и те люди, кто работают в госструктурах, именно чиновники на местах, они мне часто пишут из моих знакомых и спрашивают: слушай, вот то-то, то-то, что нам делать, там мы видим, что это откровенный троллинг, но все равно нам это спускают сверху, нам приходится по этим вопросам отчитываться. То есть действующие чиновники из Башкирии сейчас к тебе обращаются с вопросами, да, как быть? Ну, конечно, люди же со мной контактировали, несмотря на то, что когда в отношении меня дело было возбуждено, и когда я уехал из страны и получил убежище, эти люди продолжают со мной общаться, может, они там не комментируют меня в Фейсбуке, но у нас есть там канал связи, там по e-mail мы переписываемся, какие-то вопросы мне задают, потому что, ну, не знаю, может быть, им там про Чуковскую неудобно дергать в каких-то вопросах, может, им уже они один раз объяснили, они не поняли, им проще ко мне обратиться с этим вопросом. Правильно ли я понимаю, что вот ты в принципе считаешь, что Единая Россия способна внутри себя, я не знаю, там, выращивать эффективных руководителей, чиновников, политиков, в конце концов? Таковой она была и таковой остается? Или что-то изменилось? Я всегда говорил, что я не являюсь членом Единой России, и я не вступаю в Единую Россию, потому что партия не отражает моих взглядов и убеждений политических, моих интересов. Это именно что касаемо партии. Но я видел, как работает Рустем Маратович Ахмадинуров. Никогда не было ни одной ситуации, чтобы он был закрыт к какому-то чужому альтернативному мнению, не к своему. Он
всегда мог любого человека выслушать и взять то рациональное зерно, которое человек предлагает. То есть это совершенно мог быть любой там неадекватнейший со всех точек зрения проект, но человек мог прийти к нему и в рамках вот этой школы российской политики он помогал дорабатывать этот проект и проводить его в человеческий вид, чтобы этот проект работал. Это был фрагмент программы «Персонально ваш». Я напомню, что в гостях у нас вчера из Эстонии по скайпу был Константин Чадлин, политэмигрант. Этот эфир я прям очень советую смотреть, на самом деле, везде, где можно, в Ютубе и на Фейсбуке, потому что для тех, кто вчера вот смотрел, Костя там показывал совершенно прекрасного своего хорька, Жоржетта, если я правильно помню, как ее зовут. Можете посмотреть, там прекрасное совершенно животное, оно еще и зевает очень мило. Ну и беседа была просто увлекательнейшая. Прости, я увидела хорька, я поняла, что я Ты перестала слушать. Я не вижу ничего больше, кроме хорька и Костиной улыбки, поэтому все. Друзья, сегодня у нас пятница, поэтому у нас сегодня редколлегия, и я хочу проанонсировать эту редколлегию. У нас сегодня новый абсолютно состав. Впервые будет главный редактор газеты, молодежной газеты, Елена Киселева, и главный редактор «Вестей Башкортостан». У нас наконец-то телек пришел, не только ЮТВ и вся Уфа, но и видишь, какие уже мэтры, Мурат Зарипов. Поэтому после 3 часов присоединяйтесь к нашему эфиру, слушайте и задавайте свои вопросы, разумеется. +7 927 304 1051. Ну а мы сейчас будем голосовать, отвлечемся от хорьков и от редколлегии и поголосуем вот на какую тему. Слушайте, вчера ВЦИОМ опубликовал данные, первый самый опрос в регионах, где в сентябре пройдут выборы. Спрашивали они о том, как вообще, как у вас дела, ребята? Просто вопрос, как дела? Как дела? Хороший и что вопрос. Ответили? Норм, сам как? На самом деле, конечно, спрашивали по поводу глав регионов, да, таких вот наиболее ярких, и, скорее всего, тех, которые станут уже не в Рио, а просто главами. По данным ВЦИОМ, мы вчера об этом уже говорили в новостях, но, как обычно-то, ВЦИОМ спрашивает непонятно у кого. Они говорят, 1600 человек опросили, но мы-то не входим в этот список. Поэтому мы сейчас проведем свой ВЦИОМ. В общем, смотрите, ВЦИОМ говорит, что 61% опрошенных из вот этих 1600 жителей Башкирии уверены в том, что Ради Хабиров, прям как Супермен, может добиться изменений в регионе к лучшему. Так. Вопрос простейший. Вы входите в этот 61%? Вы верите, что Ради Хабиров сможет добиться в регионе изменений к лучшему? 262-72-47. Да. 262-72-48. Я ни во что уже не верю. Голосование. Процесс пошел. Итак, по данным ВЦИОМ, по данным нового совершенно опроса, который проводился вот буквально с февраля по апрель этого года, с 17 февраля по 14 апреля, прям свеженькие данные, 61% респондентов, опрошенных в Башкортостане, верит в то, что Ради Хабиров сможет изменить жизнь в Башкирии к лучшему, да, может добиться изменений, вот прям качественных, классных, и все будет хорошо. 262-72-47. Вы, как и вот этот 61% опрошенных, верите и надеетесь, и ждете, да, вы прям поддерживаете Ради Хабирова и считаете, что он реально может добиться изменений к лучшему. 262-72-48. Вы пессимист, либо вы вообще не верите ничему, вы не верите в ЦИОМу, Хабирову, не знаю, там, чему угодно. В общем, не верите вы в то, что у нас там что-то изменится после сентября. Денис, ты оптимист или пессимист? Я, конечно, оптимист. Ты конечно, оптимист. Ну, как сказать, верю. Я вот очень хочу этого. И вот так как уже мы, в общем-то, вышли из того возраста 16-летнего, перешли в возраст 17-летний, когда остается только надеяться, на самом деле. Конечно, бы очень хотелось. Конечно, бы вот, ну, прям хотелось, чтобы что-то поменялось. Но на самом деле, как человек взрослый, вот 50 на 50 у меня вся эта история, потому что я очень надеюсь, что до сентября, конечно же, прям, ну, все будет жарко, да, то есть будем делать, лето будем будет, работать. Конечно, будет жарко. Ну, да. А вот дальше, ну, очень хочется, потому что я знаю, что Ради Фарич, он хотел, он приехал с желанием, нужно оправдать это доверие, нужно, ну, прям поработать, и я думаю, что мы все заскучали по вот каким-то движениям. Единственное, что сейчас мы же видим, что указания раздаются, а
исполняющие люди не торопятся исполнять, да, я все никак не могу забыть это приложение с ямами, все меня прям веселит. Ты, кстати, пробовал это приложение с ямами? ямами? Да, ну нет, конечно, если человек, который к нам приходил, пробовал, оно не получалось, ну это ж... Ну, не знаю, вдруг у тебя у меня получится. Знаешь, всегда бывает вот какое-то счастливое исключение из правил. 262, 72, 47. Вы, как и 61% опрошенных людей в ЦИОМом, верите в то, что Радий Хабиров сможет добиться в Башкирии изменений к лучшему после выборов 8, кстати говоря, сентября, да, вот 8-го прям будем выбирать, да, един день голосования. 262, 72, 48, вы что-то сомневаетесь вообще в успехе этого предприятия, да, и как-то не сильно-то вы верите, на самом деле, в возможность что-то там лучшему поменять и вообще к чему-то там поменять. И вообще вы в ЦИОМу не верите, я не знаю, вот все отстаньте от меня, я ничего не хочу. 262, 72, 48. У нас, конечно, больше, смотрю, пессимистов, так что вот я примкну к большинству. Да? Я примкну вот в этом случае к большинству. Пессимист. Я всегда пессимист. Ну, я всегда это пессимист. Нормально, да. твое право, конечно. Стакан наполовину пуст. Да, стакан наполовину, да. Не знаю, не верю я вот в это вот во все. Ты уже закончила голосование? Еще там Нет, у нас есть еще звоните скорее, друзья. Давайте, да, ваше мнение. Можно, кстати, писать свои соображения. Номер, я напомню, +7 927 304 10 51. Ну, давай, мы будем подводить уже итоги. Давай, останавливаем голосование. Очень очевидно, на самом деле, 77% не верят в успех Ради Фаридовича, 23% все-таки надеются. Мы уходим на новости, после них вернемся и продолжим наш эфир. «7:30 в Москве», в студии Александр Климов. Новости. Дебаты между кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским должны пройти сегодня на стадионе в Киеве. Люди должны обратить внимание не на слова кандидатов в президенты, а на их действия. Об этом в интервью РБК «Украина» заявил Владимир Зеленский. Выбор украинского народа – это не слова. Я хочу еще раз об этом сказать. Это поступки. У кого-то они сделаны, и мы видим итог. Мое мнение четкое, у нас украли 5 лет. И все. Я так считаю. Просто. А там что там, я не хочу сейчас никого обзывать, оскорблять, купать или топить в грязи. Просто не хочу. И на дебатах мы просто видим двух людей. После того, что было сделано за эти 5 лет, я считаю, что я могу вообще молчать. И должен выиграть, потому что нужно дать шанс стране. Все. Зеленский добавил, что если не справиться с этим шансом, то не будет зубами держаться за власть. Корреспондент Росбалта Александр Шварев проходит по свидетелям по делу о клевете на Алишера Усманова. Об этом ТАСС рассказал адвокат Владимир Жеребенков. Он уточнил, что обыски по этому делу прошли сначала в редакции, а потом и дома у Шварева. По словам Жеребенкова, оперативники изъяли жесткий диск компьютера Шварева, все его гаджеты и банковские карты. «Новая газета» нашла у начальника охраны Дмитрия Медведева дом на Рублево-Успенском шоссе. Издание оценивает особняк генерала ФСО Михаила Михеева на сумму более миллиарда рублей. Хотя в реестре нет сведений о том, что генералу принадлежит земля в деревне Раздоры, рядом находится элитный поселок, где гектар земли оформлен на некую Наталью Михееву. На участке размещен особняк площадью почти 1500 квадратных метров. Правительство на согласие Ливии выдало ордер на арест мятежного маршала Халифа Хафтара. Как сообщается в твиттере Кабмина, командующего ливийской народной армией решено арестовать на фоне обострения внутренней ситуации в Ливии. На подступах к Триполи идут бои. Там армии Хафтара противостоят силы официальных властей. Ордера на арест выданы на всех участников наступления на столицу, которое началось 4 апреля. В Москве сейчас плюс 5, днем от 10 до 12 градусов тепла, без осадков. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама.
Eventology 2019. Конференция по событийному маркетингу и креативу. Ключевые профессионалы отрасли, резонансные кейсы, эффективные стратегии. 25 апреля. Краун Плаза Уфа Конгресс Отель. 246 46 52 246 73 74. 18+. Грузоперевозки от 450 рублей за час. Такси 900. От стандартных «Газелей» до пятитонников. 2 900 900. По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. Дмитрия Быкова доставили в клинику в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу писателя. Вчера вечером самолет из Уфы транспортировал Быкова, находящегося в медикаментозном сне, в Москву. Состояние писателя оценивается как тяжелое, но стабильное. Напомню, Дмитрий Быков был госпитализирован в 22-ю больницу Уфы 16 апреля. Его доставили в клинику из аэропорта Уфы. В этот же день Быков должен был выступить в Уфе с лекцией об истории русского анекдота в рамках лектория «Прямая речь». Директора Башфармации сняли с должности после проверки контрольно-счетной палаты. Как сообщает про Уфу со ссылкой на собственный источник, Салавата Рахматуллина, занимавшего должность директора предприятия с 2016 года, отправили в отставку. По данным издания, за 2016-2017 годы КСП Башкирии выявила множественные нарушения на предприятии: завышение цен на жизненно важные лекарства, нерентабельность аптечных пунктов, коррупция в руководящих кругах, закупки под одного поставщика, завышенные траты на рекламу и многое другое. По итогам проверки были направлены предписания об устранении нарушений. После отставки Рахматуллина, исполняющей обязанности директора, была назначена Альфия Рахматуллина, ранее возглавлявшая отдел организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения в Минздраве Республики. В Башкирии с укусами клещей в Центр гигиены и эпидемиологии обратились 220 человек. В прошлом году на аналогичный период количество обратившихся составило 19 человек. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, с 11 марта текущего года ведется мониторинг за ситуацией с клещами, а также планируется провести акарицидные обработки на площади около 4000 гектар. Это соответствует уровню прошлого года. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Уфе ясно, 1 градус тепла. Днем переменная облачность без осадков. Температура воздуха до плюс 9 градусов. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». Денис Ганеев, Елена Черкова у микрофона. И я напомню вам номер для наших смс-сообщений: +7 927 304 10 51. У нас сегодня в гостях Гузель Хасанова, руководитель клуба владельцев собак-проводников Республики Башкортостан. Клуб называется «Актернак». Гузель, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте, наверное, немножечко начнем с того, что на следующей неделе в Уфе пройдет фестиваль, приуроченный к Международному дню собак-поводырей. Расскажите немножко про этот фестиваль. Что запланировано, какая программа будет? 24 апреля это Международный день собаки-проводника. В документах во всех
звучит, что это собака-проводник, а не собака-поводырь. Ага. Но так как это общепринятое название поводырь, мы решили все-таки называть... Покреативить немножечко, да? Да. Угу. Вот. У нас ряд мероприятий в рамках этого празднования, этого дня. Угу. 23 апреля в библиотеке для слепых ребяток будет мероприятие. Мы будем обсуждать книгу Михаила Самарского «Радуга для друга». Как раз там главный герой собака-поводырь Трессон. У нас будет презентация тактильной книги, которую сделала девушка, дипломница художественно-графического факультета БГПУ имени Акмуллы. Ну и ребятки придут, и мы попробуем первый раз с ними провести мастер-класс по рисованию на воде. Вот, через вкусовые какие-то рецепторы попробуем передать им цвета, чтобы они нарисовали радужный цветок. Это Красота. вот артель. Они откликнулись на наш призыв, чтобы провести для ребят такой мастер-класс. Ну и мы от нашего клуба для слепых ребяток проведем мастер-класс от нашего клуба, пока они будут одевать на скорость снаряжение собаки-проводника и попробуют пройти на скорость, как зону препятствий. Полосу препятствий, да? Да, полосу препятствий, условно говоря, да, вместе с собакой. Ну, конечно, с хозяином. Вот, оденут и пройдут. Уважаемые слушатели, вы сейчас слышите побрякивание такое, клацанье в эфире. Не удивляйтесь, да, Гузель пришла не одна, она пришла со своей замечательной питомицей. Это черный лабрадор, зовут ее Андора, она изучает. Ей очень интересно, мне кажется, ей тоже нужно поставить микрофон и что-нибудь сказать. Кстати, Андору можно смотреть, да? У нас второй день, что-то какой-то там день животных на Эхе, и вот Андору можно смотреть у нас на трансляциях в Ютубе, в Фейсбуке. Много вообще людей пользуются помощью собак-проводников? В Уфе, допустим. По Уфе у нас всего лишь 5 человек. Это очень низкая цифра. И как раз мы почему второй год уже пробуем привлечь внимание к проблемам владельцев собак-проводников. Потому что ни инфраструктура не подготовлена, то есть люди, торговые учреждения, например. Да, потому что там не пускают. Многих написано же, вход с собаками воспрещен. Запрещен, да, собачка перечеркнутая. Да. И лояльности общества нету, да, к тому, чтобы принять человека с инвалидностью, таким техническим средством реабилитации, как собака-поводырь. Ну и мы хотим изменить это отношение, эту ситуацию. И поэтому у нас 27 апреля на Lifestyle Центр Башкирия с 14 до 16 часов будет праздник «Наши милые собаки-проводники». Мы приглашаем всех на этот праздник. У нас будет дефиле собак-поводырей. Ребята нам шьют шуточные костюмы. У нас будет клуб веселых и находчивых собак. Мы шуточные конкурсы придумали для наших собачек. Вот. И отмеряем, наверное, когда собаку-поводыря лабрадора гладишь, он очень активно машет хвостом. И вот мы будем отмерять минуты счастья для наших зрителей. Имеется в виду, мы ведь гладим, и они нам, наверное, метрономы счастья такие хвостом, да, вот. И я думаю, что они много намашут вам минут. Приходите. Тут уже хвостом чуть нам всю студию-то не разнес. Скажите, пожалуйста, вот по поводу как раз доступности очень хочется поговорить. Я же правильно понимаю, что это не только там в какие-то кафе или магазины не пускают. Во многие, наверное, учреждения сложно с собакой зайти. В принципе, наш проект — это Guide Dogs Friendly. Мы рады собакам-проводникам. Это европейский проект, да, мы его пытаемся реализовать здесь. Он носит просветительский характер. Мы как раз объясняем, что это не просто собака, это собака-проводник. Вот у нее шлейка есть, на шлейке изображен Красный Крест, написано, что это собака-проводник слепого, что трость — это не дубина, которой мы бьем собаку, да, а трость, она нам позволяет ощупать препятствия. Вот. Сейчас трости не совсем белые, как раньше были, да, вот они немножко видоизменились, у меня, например, стального цвета. Или на собаке-проводнике видят шлейку и начинают ругаться. Это у вас ездовая собака? Конечно, вот. То есть вы над ней издеваетесь, да. Или очень много вопросов возникает по намордникам, конечно. Я понимаю, что не все любят собак. Я понимаю, что у кого-то есть страх перед собаками. Но, с другой стороны, собаки-проводники, они должны выполнять основную функцию. Это вести человека и это поднять
трость или оброненную что-то вещь, упавшее, да. Они обучены как раз апортировке. Ключи. В наморднике это нереально, да? Перчатка, ну, конечно. Да. А как она может? Да, У нее да. закрыта пасть, да, она поднимает это пастью. Вот. И, конечно, ключи, перчатки. Мы же вот заходим в транспорт, а у нас остановочный комплекс, например, совершенно не оборудован для незрячих, да? То есть собака обучена найти дверь. Мы с тростью, в одной руке трость, в правой, в другой, в левой собака. И, естественно, может все случиться и выпасть там какой-то предмет, да. И когда начинают в жутким криком там кричать: куда вы идете с собакой? Даже в общественный транспорт с собакой сложно зайти сейчас. Да, это сложности возникают. Сейчас, я думаю, мы так активно выходим на улицу, я имею в виду инвалиды, всех категорий, да. И, кстати, вот человек с инвалидностью, инвалид, мне вообще не нравится вот эта дискуссия по поводу изменить название, кто такой инвалид. Вот. Хоть как-то обзови, все равно мы ограничены в своих возможностях в этом. И инвалид — это самое объемлющее слово. И люди вышли из домов, вышли из 4 стен. Мы хотим быть такими же активными членами общества. Да? Вот члены клуба «Актернак» очень активно участвуют в волонтерской деятельности. Мы на себя возложили такую миссию проводить уроки доброты для детей. Рассказывать о том, что собака-поводырь, чем она отличается от другой собаки, как мы живем вместе с собакой. Да? И вот мне кажется, вот эти уроки доброты, они помогут нам в будущем возрастить тех людей, которые уже будут понимать, не откажут в помощи, да, людей. И, наверное, вот этот праздник, наши милые собаки-проводники, мы как раз предполагаем, проводим для того, чтобы люди посмотрели, какие они умные. Они прошли школу, у них есть высшее собачье образование. Кстати, по этому поводу вопрос: а сколько они учатся? Сколько проходит обучение для собаки-поводыря? Собаки-поводыри, у нас всего лишь 2 центра подготовки собак-проводников. В республике? Нет, в России. 2 центра? Да. Оба находятся в Подмосковье. У нас всего-то количество людей по России 700 человек, наверное, владельцев собак-проводников. А это с чем связано такое малое количество? Это связано, я думаю, что с дороговизной, во-первых. Хорошая собака-поводырь, в нее вложено около 800 тысяч. То есть собаку-проводника необходимо до 7 месяцев, вот она сначала, да, с рождения до 7 месяцев она проходит социализацию. Идет очень отбор большой собак. То есть если собака агрессивна, если собака... внутренние качества играют главную роль, да? Характер очень важен. Если собака пуглива, она не сможет водить слепого человека, да? То есть она будет бояться, например, транспорта какого-то. Потом уже с 7 месяцев начинается обучение профессиональным качеством, то есть на собаку-поводыря именно обучают. Инструктор, работа инструктора, это тоже оплачивается. Ветеринар, собаки нам попадают стерилизованные, собаки обработанные, да, вот. И инструктор уже обучает их ходить по маршруту. Мы потом, инвалиды по зрению, те, которые имеют право на получение собаки-проводника, приезжают туда, в Подмосковье. Это же опять затраты государственные. Это очень большой путь. И 2 недели мы проживаем там в гостинице. На первые сутки нам уже приводят собак. Мы за ними ухаживаем, выгуливаем, кормим, смотрим. И проходит ряд лекций, которые мы прослушаем. Это лекции могут быть от ветеринара, юриста, естественно, от кинологов. То есть они, помимо практики, да, которую мы проходим по городу, мы ходим по городку, там, то есть имитация городка есть. Вот. Помимо практики у нас еще большой лекционный курс, который мы должны... То есть вас тоже готовят к тому, что в вашей жизни появляется вот такой друг. А как собаки вас выбирают, или вы выбираете? Я имею в виду, когда вы говорите, там несколько собак приводят, знакомятся, да? Есть ли какой-то вот на энергетическом уровне какая-то связь изначально возникает? Или... Вообще мы пишем анкету сначала, заполняем при заполнении индивидуальной программы реабилитации, затем мы заполняем анкету уже в сам центр подготовки собак-проводников. И там отмечаются все параметры человека. То есть, допустим, если там
крупный мужчина, ему не может достаться маленькая собачка по размеру. Чисто физически, да? Угу. То есть учитываются все параметры человека и собаки, конечно. Облизать ковер. Я вот боюсь, что ковер-то у нас чисто всякой химией обработан, как бы чего не случилось. Пёс. Вот. И, конечно, когда к нам приводят собак, они, мне кажется, очень рады всем людям, которые приходят. Они начинают нас лизать. И вот это добродушие лабрадоров, оно стирает, может быть, какие-то вот эти границы, барьеры для принятия собаки. Вот. Они там подают радостно лапы, облизывают все и вся. Ну и потом лабрадоры, они пищевики, у них пищевое направление, да, вот. Сейчас не пищевой продукт, Андора кушает. И они, конечно, продаются просто-напросто за печеньки, за сыр. А как, кстати, вот этого избежать? Потому что люди ведь разные бывают, к сожалению. Ну да, к сожалению, такой момент есть, что лабрадоры, вот они... Ну, тем более, видите, их же не обучают на охранные качества, да, поводырь не должна обладать охранными качествами. Ну, вот, к сожалению, вы, наверное, слышали, Юлия Дьякова, да, с собакой Дианы в Москве, у нее увели так собаку поводыря, да. Ну, тут возник просто, наверное, вот момент того, что она не смогла проконтролировать, может быть, собаку, да, и собаку. В студии достаточно тепло, но от скорости виляния хвостом Андоры такой эффект... Вентилятор. Прохладненько стало. А чаще всего собаки-поводыри — это именно лабрадоры или есть и другие породы, которые подходят под эту работу? Ну, сейчас Центр подготовки собак-проводников Купавна, они начали готовить и овчарок немецких. Немецких овчарок? Да. Ну а что такое они? По-моему, это прям суровые же, это собаки созданы. Да ладно, нет, что они очень послушные, да. Не, ну понятно, что они умные, да, но они такие, они созданы были есть людей. Ну, опять же, как воспитаешь собаку? Созданы есть людей. Ну да, их специально выводили. Ты собаку когда охранные, наверное, они все-таки больше. У меня дома живет. Лайк, конечно. Ну, мы можем гордиться, наша республика, что у нас есть собака-поводырь, единственная в России породы колли. Она живет у нас в Стерлитамаке. Очень красивая девочка, Ассоль. И также не менее красивая и талантливая хозяйка Анна Александрова. Она у нас играет на кельтской арфе и участвует в фолк-группе Ринков Бродкот. Она очень увлекается ирландской культурой кельтской, и поэтому она выбрала такую собаку-поводыря. Я, пожалуй, в Стерлитамак-то скоро поеду, вот надо приезжайте, будем рады. Вот по поводу волонтерских ваших программ хочется тоже немножечко поговорить. Я так понимаю, что вы ездите по всей Башкирии. Ну, начнем с того, что мы попали на слет волонтеров серебряного возраста. Ну, так, кто старше 50 лет, это в октябре 2018 года было. Ну, долго мы решались, возьмут нас или не возьмут, и 5 человек, 5 владельцев собак-проводников нас все-таки взяли. Это из Башкортостана, правильно понимаю? Да, у нас был в Уфе этот слет, и вот мы как представляли, почему важно это для инвалидов, мне кажется. Ну вот я со своей, конечно, свою точку зрения, да, высказываю. Я работала. Потом случилось такое, да, что я не могу работать и ослепла. А энергии очень много еще, да. И эту точку приложить, вот куда эту энергию, да, долгое время не могла узнать. Дети уже выросли, да, уже взрослые стали. Я им в такой вот, заботе маминой, они мои уже такой не нуждаются. И, естественно, вот это был самый такой естественный порыв стать волонтером. Волонтером-инвалидом, многие становятся, да. Вот я смотрела, допустим, на Олимпиаде, ребята-колясочники, они тоже стали волонтерами. Сложно, конечно, инвалиду по зрению, когда он не видит, да, быть волонтером. Но вот мы для себя нашли такую нишу. Мы рассказываем именно о собаках-поводырях. И нас пригласила Екатерина Савельева в свой проект через игру о родном крае. Это лото, типа memory, рассказывающее о родном крае, и оно предназначено как раз для лиц с нарушением зрения. Вот. И мы явные такие представители. Если человека с тростью сложно заметить в толпе, то человека с собакой-поводырем и с тростью невозможно найти, да? Вот. И мы этим пользуемся, честно говоря, да. Мы такие обаятельные, привлекательные. И один раз меня остановили, такая:
красавица. Я такая остановилась. Спасибо. Спасибо, надо сказать. Да, красавица. Я такая оглянулась. А кто? Я или собака? Обе. Я говорю, спасибо вам. Вот. И, конечно, вот этот волонтерский проект, он нам помогает посетить города, где живут наши владельцы собак-проводников. Это Белорецк, это Нефтекамск, это Стерлитамак, Белебей, вот, там, где мы уже были. И там владельцы собак-проводников приходили на эти встречи, в библиотеку, и мы как раз, и там ребятки были, из школ, либо из реабилитационных центров приходили ребятки, то есть такие незащищенные, да, ребятишки. И им это тоже важно, что они могут помочь инвалиду по зрению. Вот за игровым полем, да, за игровым столом. То есть они уже здесь помогают. И я думаю, что если они здесь откликнулись на помощь, да, что они где-то за пределами. То они и за пределами, то они и на улице, встретив человека, инвалида, да, который нуждается в их помощи, нуждается в их поддержке, они, конечно, не откажутся. По крайней мере, подойдут и скажут, как правильно это сделать. Ведь еще люди, может быть, боятся, да, подойти к человеку. Просто, да, вот неловко себя чувствуют. А вдруг обидишь, да? Или обидишь, или что-то. А вот у меня вопрос такой. Благодаря вашему проекту, благодаря вашим встречам, повышается ли интерес? Есть ли какая-то динамика, что, допустим, появились люди, которые узнали о собаках-проводниках, да, и сказали, вот мы бы тоже хотели, нам тоже необходимо, это же вот неотъемлемая часть жизни, по сути-то. Мы есть в социальных сетях, у нас есть ВКонтакте клуб владельцев собак-проводников «Актернак». Заходите к нам, подписывайтесь. В профиле группы есть мой телефон и мои сообщения, моя страничка ВКонтакте. И, конечно, у нас очень много волонтеров, очень много людей, которые отзываются на нашу просьбу. Нет, я имею в виду, а есть вот кто захотел себе тоже... Из людей, из слабовидящих людей, которые... Есть, да? То есть повышается интерес? Конечно. Я часто мы проводим консультации для инвалидов по зрению, как можно получить собаку-проводника, что необходимо, какие сделать необходимые первые шаги для того, чтобы у вас появился такой помощник. А давайте вот расскажем сейчас, может быть, кому-то это пригодится. Обязательно. Что нужно делать, какие нужны первые шаги? Это очень долгий путь, я хочу сказать. Вот. Во-первых, инвалид по зрению должен пройти и записать малый посыльный лист, оформить. Это по месту жительства в поликлинике. Он должен подойти к офтальмологу, и ему будет предназначен весь список врачей, которые он должен пройти. В этот список врачей, помимо терапевта и офтальмолога, окулиста, будет входить психиатр, потому что человек с инвалидностью, он должен показать, что он психически устойчив. Да. Вот. Потом он поедет на МСЭК. Это медико-социальная экспертиза. Там реабилитолог и комиссия решает, может этот человек ходить с собакой-проводником или не может, и записывает его и в индивидуальную программу реабилитации и абилитации. Человек может получить собаку-проводника только с 18 лет. Вот. Есть у нас центр собак-проводников Купавна, УКЦ, учебно-кинологический центр собаки-помощники инвалидов, там 16 лет может. Антон, ну-ка не балуйся. Что это такое делать? Хулиганка, смотри, что делать. Перестань. Всю студию изучила. Да, вот. Она просто тоже хочет сказать. И потом, когда в ВПР вписана уже собака, можно подавать анкету в Центр подготовки собак-проводников. То есть, в принципе... Я свою собаку ждала год и 8 месяцев. Ого. То есть, по сути, дел-то очень много, да, но и это того стоит. Ты должен доказать, что еще у тебя есть, экономическое, да, обоснование. Чтобы содержать собаку. Ты собаку можешь, да. То есть, фактор. Это если ты, допустим, живешь в коммуналке, да, или, где у тебя соседей много, да, да, и маленькая площадь элементарно для такой собаки-то, то это нужно разрешение, например, от всех соседей собрать. Да. То есть это процесс... То есть большой путь. Да, и может быть тогда инвалид по зрению, он решит еще для себя, нужна ему такая забота. Да. Слушайте, на самом деле интересно для меня парадоксальная цифра, что всего 2 кинологических центра. А есть какая-то статистика, сколько вообще инвалидов по зрению в нашей стране? Это же огромное количество людей. Я хочу сколько сказать, всего в России есть? В России или в Башкирии? Я по Башкирии могу сказать. У нас 4 миллиона, получается, жителей, да? Из них 4 тысячи инвалидов по зрению, это первой и второй группы.
Это те, кто у нас состоит в обществе слепых. А то есть еще есть третья группа. Но собака-проводника может получить только инвалид первой группы. Ну вот, допустим, 4000, ну сколько? 1000 инвалидов первой группы? То есть, по сути, ну грубо, да, возьмем просто условно. 1000 человек нуждается в помощи вот такого четвероногого друга, да, а у нас их всего вот... Всего 5. Ну, статистика, допустим, по зарубежным странам, да, вот я знаю Великобританию, например, на каждые 25 инвалидов по зрению одна собака вот так вот. У нас где-то получается на каждые 300-350 человек собака-поводырь. Вот так вот. Еще, знаете, хочется уточнить такую вещь, наверное, такая очень тонкая материя. Вот когда человек в сознательном возрасте уже теряет зрение, да, это же достаточно тяжело пережить. Вот собака-поводырь может как-то в этом случае помочь, не знаю, смириться с этим, как-то адаптироваться к этому с психологической точки зрения? Да, самое главное человека — это принять себя в инвалидности, да, вот в этот момент. От своего опыта только лишь отталкиваться. Я очень долго себя принимала. Это просто невозможно было. Сначала у меня там третья группа инвалидности, да, потом вторая. И вот уже 10 лет я на первой группе инвалидности 2009 года. Получается, этот момент, он самый сложный. И поддержка семьи, конечно, она очень важна. Собака-поводырь, но опять же, если человек принял себя, если он взял трость, а я трость долго не брала, просто не могла это. Мне казалось, что это все, тогда будет конец совсем, я точно не вижу, да. И даже когда я сейчас без собаки, например, передвигаюсь, я думаю, боже, какая я слепая, оказывается. Я совсем ничего не могу сориентироваться, да. То есть не собаку уже такую ответственность возлагаю на нее. Не только она за себя несет ответственность, но и за меня, да. Она как ангел-хранитель. Расскажу, недавно такой случай был, идем. К сожалению, тут осталось 20 секунд. Сейчас за эфиром обязательно послушаем. Спасибо вам большое, Гузель. Будем заканчивать наш эфир. Я напомню, что у нас в гостях сегодня была Гузель Хасанова, руководитель клуба владельцев собак-проводников «Актернак». Пока. Пока.